Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 ноября. Это у нас с вами среда. Будем смотреть на колоде пасьянс. Почему? Потому что день обещает быть очень легким, позитивным, радостным. Нас ждут хорошие новости, радостные события. Солнце, под влиянием аркана Солнца. Поэтому все должно быть в этот день хорошо. Все станет ясно, понятно. Возможно, это еще могут быть какие-то хорошие новости, связанные, ну, в принципе, в мире, да, там, не знаю, с человечеством даже какие-то, когда вот все могут радоваться, как дети, например. Так что, ну, в принципе, дети тоже, карта детей, поэтому могут быть, вы можете классно проводить время с детками в этот период, в этот день. Так что день обещает быть легким и хорошим, поэтому смотрю на пасьянсе. Первый у нас Овны, 26 ноября. Овны, события дня. Так, смотрим. Сейчас только заметила, я даже, видите, как интуитивно выбирала эту кофточку гольф желтого цвета. Что-то мне так потянулось прям рука. Я его не сильно, в принципе, люблю, но что-то мне захотелось. Вот видите, пришла, посчитала, карта Солнца выходит. Так, значит, смотрите, бокал, дом, 2 кольца. Ага, победа. Ну вот да, Солнце это у нас как раз карта, несущая за собой победу. Тут победитель, красный флаг. Поэтому я думаю, что какие-то победы могут быть, достижения, успехи в делах, в работе в этот день. Новости ошеломительные. Молния, да, вот как гром среди ясного неба, какая-то информация. Якорь о стабильности, об остановке. Роза. Так, сейчас я загляну, что там вам видно. Ага, все видно. А то я камеру перемещала туда-сюда, могла бы неправильно поставить. О, еще есть подарок. Слушайте, похоже, в среду может быть даже какое-то мероприятие. Смотрите, событие, подарок, застолье. Может быть, вас куда-то пригласят, позовут. Ну, либо вы, может быть, устраиваете дома какое-то застолье. Так, значит, смотрим, какие события повыпадали. События в семье, подарок, застолье, радостные новости, победа в делах, тайная встреча, приятная встреча, какие-то там новости, которые могут очень сильно удивить, мягко говоря. И якорь это может быть либо остановка, стабильность в какой-то ситуации, решение вопроса, да, либо это еще может быть по якорю мы, например, можем много времени проводить на этом застолье. Знаете, как заякорились где-то там на 3 часа. Может быть, заякорились на свидание, на приятной встрече. Поэтому день шикарный. Тут, видите, и события, и победа, и приятная встреча, так что и хорошие новости, шарики. Так что Овны, красота. Смотрим дальше. Дальше у нас Тельцы. Тельцы. 26 ноября. Среда. События дня. Угу. Месяц, первое событие вижу. Череп нельзя. Мешок с деньгами. Подарок. Так, сейчас, секунду, мешать мне это. Баночка. Якорь. Шарики.
Рыба. Домик еще есть, событие. Событие, которое имеет цикличность, то есть оно периодически повторяется, это событие. Метлу нельзя и нерешенный вопрос. Угу. Значит, смотрите, что выпало из хорошего. Из хорошего показывает, что может быть какое-то событие в этот день. Также будет событие, которое имеет цикличность. Ну, я думаю, что это речь идет об одном каком. Ну, типа там день рождения, да, или что-то похожее. И подарок, видите, выпал. Может быть, у вас есть дома стрельцы, как вариант, потому что у стрельцов сейчас дни рождения идут. Подарок. Дальше деньги. Ну, деньги могут быть и расходы. Тут не обязательно поступление. Мешок может и траты показывать. Якорь показывает, что какой-то период вы будете на одном месте, и ничего происходить не будет. Видите, тут как раз вокруг событий нет. Дальше вас ждут хорошие новости в этот день, радостные, позитивные. И из негативного может быть нерешенный вопрос, один какой-то в среду. И рядом выпадает рыба, скользкое дело. Я так понимаю, что здесь для решения этого вопроса, возможно, нужно быть, как знаете, как уж на сковородке выкручиваться. И тогда вопрос может решиться. Либо еще можно прочитать как нерешенный вопрос из-за того, что кто-то вел себя как, да, вот непорядочный человек, из-за этого ваш вопрос не решился. То есть вот это, конечно, минус для вас. А ну, сейчас посмотрим ножницы, где одна половинка. Не вижу вторую половинку, не вижу. А, вот она. Угу. Ну, далековато, конечно, далековато. Ну, возможно, в принципе, если она была же здесь, получается, изначально, ну, может быть, до конца недели этот вопрос решится, вот этот, который нерешенный. Но в среду вряд ли. Вот такая вот информация для вас. Но опять же, тут рядом хорошие новости. Может быть, хорошие новости будет то, что вопрос решится просто позже. Можно и так сказать. Благодарю за внимание, Тисы. Переходим к близнецам. Так. Близнецы, 26 ноября. Покажите мне информацию для близнецов. Первое сразу же корабль, ожидание, слезы. Но это могут быть и слезы радости. Тайная встреча. Ключ нельзя. Деловой разговор. Ожидание разговора. Конфликт. Тайна. А, тут смотрите, тут еще, видите, мог быть чемодан. Тогда бы конфликт не получился. Но вот я не увидела чемодан, увидела конфликт. Ну, если вы увидели так, тогда у вас будет чемодан, не будет мечей. Разговор, открытие тайны. Успех. Успех в каком-то конфликте. Можно так еще прочитать. Либо там, где какое-то состязание, соревнование, может быть успех. Пустые разговоры. Цыпленок. Мешок нельзя. Нет. Месяц нельзя. Здесь нет, здесь нет. Получается у вас первое событие. Ожидание может быть в среду. Слезы могут быть. Тайная встреча. Конфликт. Успех в делах. Успех, победа. Деловой разговор. Открытие какой-то информации. Пустая болтовня. И общение с детками. Ну, может быть, вот пустая болтовня, это имеется в виду дети, внуки, семья, кто-то из семьи молодой очень часто по цыпленку.
пустые разговоры. А в деловом разговоре может вот открыться какая-то информация. Так что, видите, у вас тут как бы есть и хорошие события, но есть и предупреждение о конфликте, о том, что может быть споры, ссоры с кем-то. Благодарю за внимание и переходим к ракам. Раки, 26 ноября. Среда, события дня. Как пройдет этот день у раков? Покажите мне, пожалуйста. Первое событие — исполнение желания. То, что, в принципе, солнышко тоже может показывать. Корабль. У вас много событий сдвинулись, по диагонали выпали. Чемодан. Месяц. Колокольчик. Разговоры, желания. Может быть, разговоры про желание, а не получение. Так, значит, смотрим. Получается, в этот день, в среду, у вас пустые разговоры, болтовня, исполнение желания, ожидание кого-то или чего-то, событие, которое имеет цикличность и постоянно происходит каждый месяц, возможно. И может также еще быть временная разлука, расставание с кем-то в этот день. Ну, в принципе, тут ничего плохого у вас не выпало. Либо, может быть, ожидание кого-то, с кем вы в разлуке. Кто-то уехал, допустим, на какое-то время, и в среду может вернуться. Ожидание, да, вот этого человека, с кем вы в разлуке. Такая информация для вас, раки. Смотрим дальше левушек. Львы. 26 ноября. События дня, львы. Первая сразу бабочка. Мешок с деньгами. Подарок нельзя. Хорошие новости, связанные с финансами. Может так проиграться. И радость. Хорошие новости, радость. Любовь. Корона. Весы.
Также еще есть замок. Чашечку нельзя, и здесь я не вижу. Значит, что у вас получается в этот день? Может быть деловой разговор, с какое-то событие, связанное с деньгами. Очень радостные новости будут, ощущение радости, счастья, любовь, общение с важным человеком, открытие тайн, ну, может быть, вот разговор, да, деловые отношения, общение, и корона выпала. Открытие тайн, и еще вас поставят перед выбором. Весы показывают, что есть два варианта, и у меня такие колебания, сомнения, не знаю, да, вот что делать, это или это. Потом еще будете стоять перед выбором в этот день. Ну вот такая информация для вас. То есть, в принципе, у вас тут все события хорошие. Смотрим дальше. Ой, Львов, говорю, господи, Дев. Львов мы уже посмотрели. Девы. Так. 26 ноября, Девы. Угу. У нас прям сегодня замочек, звезда расклада. Ну, в принципе, это естественно. По Солнцу всегда то, что было в тени спрятано, да, то, что было тайной, оно открывается, проясняется, вылазит наружу. Поэтому, в принципе, с одной стороны и неудивительно, ну, что замочек выпадает. Так, есть еще яблоко, слезы, но это не обязательно слезы грусти и тоски. Болезнь. Видите, слезы радости. Вот, да. Это будут слезы радости. Может быть, откроется какая-то информация, связанная с вашим здоровьем. Получение выпадает. Конверт. Какой-то документ, справка. Выписка. Чемодан. Так, не вижу. Шарики, к сожалению, нельзя. Здесь тоже не вижу. Получается, в этот день точно может проигрываться тема здоровья, потому что череп выпал и показывает, что вы или занимаетесь здоровьем, или там ищете врача, идете. Ну, косметолог, кстати, тоже можно. Косметолог, стоматолог и так далее. Открывается какая-то информация в этот день. Слезы радости могут быть. Разлука или встреча после долгой разлуки с кем-то. И получение чего-то по конверту. Вот такой вот денек. Ну, я так понимаю, что самое интересное это будет открытие какой-то информации для вас. Благодарю за внимание и переходим дальше к весам. Так, весы. 26 ноября. События дня, весы. Ой, это что такое? Несколько раз чуть не упали. Конфликт. Конфликт, споры. Сейчас, может, рядом что-то выпадет. Будет какая-то подсказка, что с этим конфликтом. Интимная связь.
якорь, остановка, точка. Ключ, решение, выход. Может очень важный день быть для вас по ключу. Такой особенный. Метла. Колокольчик. Ну, здесь нет. Получается, смотрите, выпала ссора и конфликт в этот день. То ли в этот день, то ли, может быть, до этого уже был какой-то конфликт у вас. Но выпадает точка, остановка по якорю. Вот точка в этом конфликте. Выпадает ключ. Умение найти выход, решить. Но, опять же, тут все в ваших руках. Это от вас будет зависеть. Будет это или не будет. Произойдет это или не произойдет. Дальше пустые разговоры. И интимная связь, кровать в этот день. Так что такие события для вас. Ну, по Солнцу, когда у нас выпадает Солнце, то да, у нас есть шанс, да, вот еще тем более, если есть ключ, разрешить какие-то ссоры, разрешить какие-то конфликты, помириться. Потому что это карта примирения Солнца. Может быть, вы, если с кем-то были поруганы, помиритесь в среду. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. Так, скорпиончики, поехали. 26 ноября. События дня, скорпионы. Угу. Первое, что вижу, бабочку. Домик. Угу. Змея. Ключ нельзя. Тайная встреча, 2 кольца. Яблоко. Угу. И успех. Там могут быть слезы радости от успеха. Свиток нельзя. О, есть еще бокал. И подарок тоже нельзя соединить. Получается, значит, среда у вас. Может быть какое-то событие в семье. Домик выпал. Ну, либо домашние дела. Дальше тайная встреча. Общение со змеей. Кстати, и бокал выпал, застолье. Событие, застолье. Общение со змеей. Какой-то деловой разговор. Возможно, деловой разговор как раз вот с этой змеей. Может быть. Змея — это не обязательно человек, которого надо опасаться. Это может быть по году рождения змея, может быть медик, может быть по характеру такой. Ну, в принципе, что вам бояться? Да, у вас есть жало, поэтому, в принципе, вам змея не так страшна. Деловой разговор, плюс выпал успех у вас в этот день, успех в делах. Поэтому я думаю, что разговор деловой должен пройти успешно. Слезы. Ну, тут скорее слезы радости, потому что выпадает бокал и успех рядом. Может быть, даже будете отмечать. Бокал в данном случае показывает, отмечаем успехи, да, вот этого разговора. Так что, в принципе, у вас тут все события хорошие. Ну, за исключением змеи. Но, опять же, змея не всегда готова на нас нападать и нас жалить. Благодарю за внимание, скорпиончики. Переходим
стрельцам. К нашим именинникам переходим. Стрельцы. 26 ноября, стрельцы, события дня. Ключ. День очень важный для вас. 26. Могут открыться какие-то ключевые, важные знания, информация, тайны. Угу, победа. Победа. Угу. Ножницы, решение вопросов. Я так понимаю, сейчас я еще досмотрю, ага, еще есть гости, что для вас среда какой-то очень важный день. Угу. Ну, здесь не вижу. Получается, смотрите, карты показывают, что, во-первых, ключ – это день важный. А важный почему? Потому что в этот день идет решение вопросов и победа. Если у вас где-то с кем-то какие-то важные переговоры, заключение каких-то документов, важная деловая встреча, да, там какое-то собеседование, ну что-то в этом духе, соревнование, конкурс, то видите, победа будет за вами. У вас решится важный вопрос, и, соответственно, ключ показывает, что это еще все будет зависеть от вас, от ваших усилий, действий. Ну, также еще может открыться какая-то информация в этот день и гости. Ну, опять же, пойдете в гости или к вам придут гости, будете болтать, и кто-то, может быть, что-то такое проболтает интересненькое, что вы не знали. Ну, в целом у вас классный день. Плюс, значит, стрельцы, у кого день рождения 26 ноября, у вас включается год, который будет идти под арканом Солнца. Это очень классный год, очень яркий, наполненный позитивными событиями. Очень часто это связано с детьми, с браком, с рождением детей, там, с какими-то успехами детей. Поэтому, ну, это год, когда, знаете, происходят события, которые потом ты помнишь всю жизнь. Так что я вас поздравляю, кто родился в этот день. У вас начинается очень крутой год. Ну, либо это может быть просто год исполнения какого-то желания, заветного такого, знаете, когда, вот, допустим, просто одно желание исполнилось, и как бы, ты что же это не забудешь, потому что ты этого желал, хотел долгое время. Поэтому так, может и так еще быть. Смотрим дальше. Козерожки, 26 ноября, среда, события дня. Угу. Друзья, первое событие. Деньги. Угу. Цветочек, супер. Цветочек. Роза тоже хорошо. Бокал. И успех. Слушайте, какой замечательный день. Сейчас еще посмотрим горизонталь, вертикаль. Пробежимся. Да, видите, есть все-таки еще события, домик. Похоже, какое-то событие у вас может быть в среду. Событие, застолье, видите, выпало. Друзья. Может быть, на этом застолье будут друзья ваши. Ну, здесь нет. Получается, в этот день общение с друзьями,
События, застолье, приятная встреча, расходы по мешочку, успех в делах. И самое главное, исполнение желания. Цветок. Так что вот такой у вас будет замечательный день, среда. Благодарю за внимание. И переходим мы к водолеям. Так, водолеи. 26 ноября, события дня водолеи. Угу, деньги. Угу. Скорее всего, будете тратить деньги на свое желание, на исполнение желания. И еще и сундук выпал. Деньги и приходят. Сундук — это всегда накопление, а мешочек — это расходы, траты. Угу. Любовь. Кстати, у очень многих знаков выпал домик, какое-то прям событие. Может быть, это какое-то общее событие будет. Не конкретно у знаков, а будильник. Успех тоже, кстати, у многих знаков выпал, потому что у нас солнце приносит с собой успех. Бокал нельзя. Глубокая печаль. То, кстати, событие может быть какое-то в вашем случае не очень приятное в этот день. Роза. Рыбу нельзя. Так, шарики нельзя. Нет, 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 нет. Угу, новость. Ошеломительная новость. И здесь нет. Получается, все бы хорошо было бы, если бы не вот это вот колодец этот. Значит, что повыпадало? Первое, выпали деньги. Ну, тут скорее расходы. Расходы, доходы. Прибыль. Будет прибыль, но и будут расходы. Будет исполнение желания. Будет любовь. Будет какая-то новость, которая вас может шокировать в этот день. Будет успех в работе, делах. Большой успех. Исполнение желания, приятная встреча может быть. Будильник показывает, что у вас, скорее всего, день будет распланирован по будильнику, то есть по времени, да, там с одной встречи на другую. И тут предупреждение, что надо как-то себе дать запасы времени, чтобы нигде не опоздать. Потому что будильник предупреждает нас о том, что мы не будем дружить со временем в этот день. Дальше выпадает событие и глубокая печаль. Не знаю, будут они связаны, не будут они связаны. Может быть, там события, все пройдет хорошо, а глубокая печаль, разочарование будет связано там с чем-то другим. Может быть и так. Может, вообще вас не будет касаться в этот день. Потому что, видите, это, в принципе, все события. А может быть, разочарование, если по будильнику проиграется, да, ситуация, там, допустим, куда-то не успели. Это будет разочарованием. Может быть так. Ну, да, вот зато есть очень много других классных событий. Любовь, деньги, успех в делах, исполнение желаний. То есть мы что же не можем на это закрывать глаза, да, видя только один колодец. Это такая маленькая, знаете, маленькая ложка дегтя, да, в бочке с медом. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу к рыбкам. Так, рыбы. 26 ноября. Рыбы. События дня. Среда. Угу. Рыбки.
дорога. То, что я вижу. Первое. Угу. Дорога, приятная встреча. Разговор. И вон еще чемодан был. Дорога с чемоданом. Также шарики. Прекрасное событие. Есть также еще удача. Удача. Тоже прекрасно, хорошо. Здесь нет. Значит, печаль нельзя. Нет, 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 нет. И здесь тоже нет. Раз, два, три, четыре, 6 событий. И все события у вас позитивные. Значит, смотрим. Первое. Была дорога, поездка, дорога. Дальше свидание, приятная встреча, поездка, приятная встреча. Может быть деловой разговор в этот день. Временная разлука, расставание с кем-то. Или встреча после долгой разлуки. А может быть это ваш чемодан, да, дорога и какой-то там, не знаю, пакет, чемодан, рюкзак там и так далее. Удача. Удача. По-моему, только у вас выпала, если я не ошибаюсь. Мне кажется, что удача не выпадала сегодня. Удача и очень-очень хорошие радостные вести будут в этот день. Так что у нас с вами действительно аркан Солнца подтвердил и показал, что день будет позитивный, радостный. У большинства знаков выпали, ну, скажем так, 90% яркие, хорошие события. Ну и там кое у кого там 10% 1-2 события. И то не самые такие, знаете, не самые плохие. Так что действительно будем считать этот день позитивным. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.